Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Наталья Николаевна Калинина. Я председатель Республиканского методического объединения учителей технологии. И сегодня у нас заседание методического объединения. На повестке дня сегодня у нас следующие вопросы. Повышение квалификации учителей предметной области технологии на базе детских технопарков «Кванториум», организация, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального высшего образования предприятий реального сектора экономики Республики Коми. Выступающий Штекляйн Светлана Николаевна, проректор Коми Республиканского института развития образования. Второй вопрос, который мы рассмотрим, это итоги реализации концепции преподавания предметной области технологий в образовательных организациях Республики Коми, реализующих основные общеобразовательные программы за 2020 год. Этот вопрос расскажу вам я. Третий вопрос будет касаться новых требований к содержанию программы учебного предмета технологии. Его представит Ермакова Оксана Владимировна, учитель технологии Вольгардской школы номер 2. И сегодняшнее заседание мы начнем со второго вопроса, с итогов реализации концепции преподавания предмета в области технологии. На экране вы можете увидеть презентацию. Можно следующий? Я могу переключать точно. Представляю вам отчет мероприятий по реализации концепции учебного предмета технология. В нем представлены 6 разделов. Первый раздел – это общесистемные мероприятия, второй – содержание образовательных программ, третий – воспитание, социализация обучающихся, четвертый – обеспечение условий реализации образовательного процесса, пятый – дополнительное образование и шестой – это популяризация предметной области технологии. Значит, по первому разделу в рамках данной концепции был разработан и утвержден план мероприятий. Он размещен на сайте «Открытое образование» и также на сайте Коми Республики КРИРО. Вы можете с ним познакомиться. Кроме того, в июне, 12 июня этого года было организовано обсуждение проекта реализации плана мероприятий по концепции предмета технология. В нем принимали участие все заинтересованные лица. Вы можете увидеть обсуждение на сайте «Открытое образование». В рамках общесистемных мероприятий второе мероприятие было организация изучения предметной области технологий на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикам места. Это такие организации, как «Кванториум», «Точка роста», в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. Третье мероприятие общесистемное касалось организации деятельности РМО, учителей технологии по вопросам реализации концепции. В рамках деятельности метод объединения учителей были проведены заседания, вебинары по следующим вопросам. Это обсуждение мероприятий, плана реализации концепции предметной области технологии, организация дистанционного обучения на уроках технологии. Также были представлены разработки тестов форм для контроля знаний сетевых уроков в сервисе Google Диск для уроков технологий. И также были представлены образовательные электронные образовательные сетевые ресурсы для уроков технологии разными учителями. На слайде вы можете видеть результаты этой работы. Было проведено 2 вебинара по реализации концепции и по дистанционным образовательным технологиям на уроке технологии. Кроме того, на сайте «Открытое образование» в разделе методических объединений вы можете найти материалы по реализации концепции в разделе «Документы» или «Методическая копилка».
Второй блок дорожной карты по реализации концепции касается содержания образовательных программ. И первое мероприятие, которое было запланировано, это подготовка и размещение информационно-методических материалов по предмету области технология на портале «Открытое образование». В данной презентации размещены ссылки, позже вы можете на них зайти. На слайде вы видите новостную ленту нашего методического объединения. Здесь размещаются различные мероприятия, обсуждения или новости. Третий раздел реализации дорожной карты касался внедрения целевой модели наставничества. Это один из важных в настоящее время направлений реализации. В рамках внедрения целевой модели Институт развития образования реализует 3 федеральных и региональных проекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и «Молодые профессионалы». В рамках реализации этой методологии наставничества предусмотрено 5 форм: ученик-ученик, студент-ученик, работодатель-ученик, работодатель-студент и учитель-учитель. В рамках этой модели было проведено несколько рабочих встреч по реализации этих форм, определены приоритетные формы наставничества, как учитель-учитель, работодатель-ученик и студент-работодатель. В Коми Республиканском институте развития образования разработали линейку вебинаров, которые позволяют руководителям образовательных организаций и педагогам включиться в методическую систему наставничества. Ниже представлены ссылки на данные вебинары. Кроме того, в рамках внедрения целевой модели наставничества весной 2020 года Коми Республиканский институт развития образования организовал конкурс лучших практик наставничества обучающихся. Лучший наставник. Целью этого конкурса было полное раскрытие потенциала личности наставляемого для реализации в профессиональной деятельности. Конкурс данный проводился по 2 номинациям. Первая номинация – это форма наставничества ученик-ученик, студент-студент. И вторая форма наставничества студент-ученик. В этом конкурсе принимали участие ученики из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты и Сосногорска. Были определены победители и призеры конкурса. Также одно из мероприятий – это была практическая сессия организации методического сопровождения педагогических кадров в условиях реализации муниципальной целевой модели наставничества. Данная практическая сессия проходила в рамках конференции «Образование 21 века». В ходе практической сессии были рассмотрены вопросы лучших практик методического сопровождения. Кроме того, Коми Республиканским институтом образования была проведена летняя онлайн-школа для классных руководителей в форме вебинара, форма наставничества «Ученик-ученик. Реализация и возможные сложности». Одним из мероприятий в данном направлении был конкурс региональный, организованный Министерством образования и науки, молодежной политики Республики Коми «Ученик года 2021». Муниципальный тур проходил, реализацию 23 декабря. Региональный этап будет проходить с 18 января по 5 февраля 2021 года. Цель этого конкурса – создание пространства, общения, обмена опытом для обучающихся 9-11 классов всех образовательных организаций. Четвертое направление дорожной карты реализации концепции технологического образования – это обеспечение условий реализации образовательного процесса. В рамках данного направления были организованы курсы повышения квалификации учителей технологии на базе различных инновационных
организаций, таких как Кванториум или Точка роста. Среди курсов были проведены дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, организация образовательного процесса и современное содержание учебного предмета «Технология». Кроме того, была проведена курсы повышения квалификации, современные тенденции развития образования, реализация национального проекта образования и региональных проектов в области образования. Осенью 2020 года Коми Республиканский институт образования проводил курсы повышения квалификации для учителей технологий модернизации, содержания и технологий преподавания предметной области технологии, в рамках которой были реализованы не только теоретические вопросы, но и практические методики для учителей. Также в 2020 году в рамках предмета технология приняли участие команды из Республики Коми в дистанционном турнире по робототехнике. Пятое направление реализации концепции касается разработки образовательных программ профессионального обучения для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования с использованием ресурсов организации среднего профессионального и высшего образования. В рамках этих программ учащиеся проходили профессиональные пробы. Например, вы можете видеть, что 29 октября школьники Республики Коми города Сыктывкара прошли в Сыктывкарском политехническом техникуме пробы по компетенциям сварочные технологии, кузовной ремонт, ремонтообслуживание автомобилей, сетевое системное администрирование, технологии моды, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы. В Иркутинском политехническом техникуме ученики прошли IT-пробы по направлениям веб-дизайн и разработка, сетевое системное администрирование, разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений. Кроме того, в рамках проекта «Билет в будущее» воспитанники детского дома номер 3 прошли профессиональные пробы по направлению технологии моды. И последнее направление реализации концепции – это популяризация предметной области технология. В рамках этого направления было запланировано проведение профильных мероприятий, различных семинаров, конференций и форумов по популяризации предмета технология. Фестиваль республиканских инновационных площадок и опорных школ Республики Коми был реализован в рамках этого мероприятия. Кроме того, был реализован в рамках мероприятия проекта «Билет в будущее» семинар, 3 семинара по организации профориентационной работы. Это семинар «Горизонты профориентации», онлайн-семинар «Горизонты профориентации для педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Коми» и стратегическая сессия «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации». Следующее мероприятие, которое было реализовано, это курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, современные тенденции развития образования, реализация национального проекта образования и региональных проектов в области образования. Последнее мероприятие в рамках данного направления – это участие учителей общеобразовательных организаций с обучающимся на портале от Проектория, на котором организуются открытые онлайн-уроки. Данная концепция имеет большой уже разработанный и реализованный план. В рамках данной концепции до 2024 года планируется еще реализовывать и проводить различные мероприятия в рамках концепции и для учителей технологий, для обучающихся. Если у вас есть вопросы, то вы можете их написать в чат,
И следующий вопрос, который у нас сегодня на повестке заседания, представит Ермакова Оксана Владимировна, учитель технологии Выльгарской школы номер 2 имени Налимова. Тема ее выступления – это итоги реализации, новые требования к содержанию программы учебного предмета технология. Здравствуйте, коллеги. Хочется начать свое выступление со фразы «Да осилит дорогу идущий». У нас с вами возникают большие трудности, нам нужно много знаний, нам придется ломать свои траектории. И если это еще не начал кто-то делать с 2015 года, то сейчас это уже неизбежно. Вот, поэтому тема моего выступления – реализация концепции преподавания предметной области технологий. И я дам некоторые рекомендации к разработке рабочей программы учебного предмета технологии. Ермакова Оксана Владимировна, учитель Выльгарской школы номер 2. Кому-то напомню, кто-то уже это прекрасно знает, что разработана концепция, и эта концепция предполагает изменение взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи, направления развития предметной области технологий. И мы с вами должны формировать технологическую грамотность компетенций обучающихся. Это главное в этой концепции. Таким образом, программа современного технологического образования направлена на знакомство обучающихся с миром технологий, на знакомство со способами применения технологий в производстве и на развитие гибких компетенций и жестких компетенций, как комплекс неспециализированных профессиональных навыков. В 2024 году уже эта программа должна обеспечить реализацию концепции в полном объеме. Таким образом, напоминаю вам, что программа составляется на основе документов. Все эти документы вы видите на этом слайде. И изменения внесены в соответствии с протоколом от 4 февраля. И я хотела бы пройти с вами по этим изменениям. Если говорить об изменениях в рамках реализации концепции, то вы видите красный цвет – это те планируемые результаты, которые необходимо убрать из вашей программы и добавить планируемые результаты, которые выделены синим цветом. И если возможно, мы пройдемся, я мышка не могу сама, да? Вот, этот документ будет дан, вы сможете найти его в методической копилке РМО «Технология» на портале «Открытое образование». Вы видите, сколько изменений. Возникает вопрос, что делать с этими изменениями. Эти изменения уже необходимо внести в вашу учебную программу, которую вы сейчас реализуете. Потому что со следующего года, с 5 класса, вы начнете работать по новой программе, которую вы должны составить в этот период к 1 сентября, с 5 класса. А в программу, которую вы сейчас реализуете, вы должны внести изменения в соответствии с этими требованиями. Вернемся. Это планируемые результаты, я вам пролистала. Если вы были внимательны, то вы видите, появились проектные компетенции, предметные знания, и к ним добавились проектные компетенции и компетенции в области культуры труда. Эти планируемые результаты также придется прописывать. Но также цели и задачи технологического образования вы видите внесены изменения. Красное – это то, что надо убрать из ваших программ. Синее – это то, что надо добавить. Я быстро пролистала документ. Это отдельная тема для разговора, она глубокая и сложная. Поэтому мы возвращаемся с вами в презентацию и двигаемся дальше. Таким образом, в соответствии с концепцией и с этим документом модель технологической подготовки предполагает тематические блоки, технология, культура, личностное развитие, тематические модули, ну и умения делятся на такие 3 подгруппы, как культура труда, предметные умения и проектные компетенции.
Блоки содержания сохраняются, но первый блок, если мы говорили в той программе, которую в 2015 году мы разрабатывали, он назывался «Современные технологии и перспективы их развития», то теперь его обозначили блоком технологий. Появился блок «Культура», в который второй блок мы вставили «Формирование технологической культуры», и блок «Личностное развитие». Это что касается профессиональных планов и профессионального самоопределения. Таким образом, я напоминаю, что при разработке программы вы должны опираться на ваш локальный акт вашего образовательного учреждения. Наш локальный акт имеет вот такие требования к программам, и, соответственно, программу вы пишете в соответствии с требованием вашего локального акта общеобразовательного учреждения. Но обязательные, да, должны быть у нас метапредметные результаты, личностные, содержание учебного предмета и планируемые результаты. Давайте, пожалуйста, дальше. Таким образом, ваш тематический план будет выглядеть примерно так. Вы должны результаты по группам компетенций разнести по классам и выделяя культуру труда, технологические компетенции, проектные компетенции. Можно дальше. Про блоки я уже говорила. Посмотрите, какие блоки добавляются. Вы их все видите, перечислять я не буду. Кто изучал концепцию, он уже прекрасно об этом знает. Но кто не изучал, вам придется глубоко изучить этот документ, потому что знание нормативных документов в первую очередь нам необходимо для того, чтобы осознать, какую работу надо провести и в каком направлении двигаться. Рекомендация по изучению модулей дана. В конце презентации я вам дам ссылки на вебинары и ссылки на презентации просвещения. Росучебник, подготовленный Гилевой Еленой Анатольевной, это методист по технологии. Там замечательные материалы, они вам помогут во всех вопросах. Но для того, чтобы они вам помогли, вы должны это изучить, прочитать. То есть в данном случае самообразование – это главная целевая установка для учителей технологий. Если мы не будем самообразовываться, навряд ли мы сможем двигаться дальше. Здесь вы видите, предлагает также просвещение, уже все разработано по всем модулям, количество часов, примерная разбивка по классам. Таким образом, вернемся в прошлое. Обратите внимание, как менялся у нас обучение предмету технологии. В данном случае мы говорим о том, что технологическая подготовка не предполагает гендерного деления. Но многие классы соблюдают, школы, гендерное деление, но здесь предлагается, может быть, делить детей не мальчики и девочки, а по интересам. Но это тоже целая отдельная тема, поэтому мы продолжаем дальше. Если у вас сохраняется гендерное деление, мы сделаем ссылочку на примерно основную образовательную программу, где осуществлялось деление классов на 2 группы с учетом предельно допустимой наполняемости групп. Спасибо. Можно дальше? Таким образом, если у вас такой вариант, у вас есть деление гендерное, да, или по интересам, можно продолжать разрабатывать календарно-тематическое планирование по вариантам. Допустим, вариант А направлен на более подробное изучение технологии преобразования древесины, металлов, материалов, автоматики, а вариант Б нацелен на более подробное изучение технологий приготовления пищи, художественной обработки тканей и так далее. Таким образом, календарно-тематическое планирование будет выглядеть таким образом. У группы А и группы Б основное содержание, ну и если мы углубленно изучаем то или иное направление, мы выделяем те темы, которые изучает группа А, и те темы, которые изучает группа Б. Здесь я просто предложила темы для 9 класса. В этом году уже ввели у многих 9 класс по 1 часу. 9 класс добавляется также в программе. На что ориентироваться в обучении 9 класса? Во многих школах девятиклассники готовятся к сдаче итогового индивидуального проекта. Вы, как учителя технологий, могли бы им в этом помочь. Вот примерные темы, которые можно использовать по именно разработке каких-то проектов. И если вы помните, концепция предполагает общий какой-то проект. Вот здесь можно разрабатывать групповые социальные проекты. Ну, например, вот по теме «Безопасный интернет». Это как пример. Таким образом, вернемся
к началу нашей презентации, что же у нас теперь требуется от нас, как от учителей, реализовывать содержание программы технологической подготовки, уроки технологий. И эти уроки предполагают выход на учебные курсы, на внеурочную деятельность, потому что не все можно реализовать в рамках урока, но надо искать пути, и они обязательно найдутся. И мы идем дальше, и на следующем слайде мы видим, что урок технологий в нынешнем современном варианте может предполагать привлечение специалистов, ресурсных центров. И если человек, учитель, не может давать ту или иную тему, он может это как-то внутри школы решать. И это все возможно. Надо просто искать пути, и они обязательно найдутся. Давайте дальше пойдем. И на следующем слайде, и вот, пожалуйста, сетевые формы. Мы можем использовать сетевые формы, то есть работать, договариваться, это, естественно, не вы, администрация, это, но мы можем понимать, что мы можем обращаться в кванториум, в IT-клуб, в точки роста. Кстати, про точки роста. У многих в школах они еще не прибыли, они еще в процессе, но точки роста принято решение открывать во всех школах, и точка роста для учителей технологий – это большое подспорье именно в инженерном проектировании, в наполнении базы, в установлении таких предметов, которые необходимы нам для, допустим, разработки в промышленном дизайне. Следующую, пожалуйста, часть. Ну вот, я уже сказала о точке роста, и он будет, и мы можем использовать инфраструктуру во внеурочное время, но и также в урочное. Все зависит только от организации вашего процесса, вашей администрации. Можно дальше? А здесь я дала вам хорошую такую табличку с вебинарами. Изучив все вебинары, вы сможете, наверное, понять, что от вас требуется и в каком вам двигаться дальше. Ну и вот здесь, если говорить о каких-то рекомендациях, вот 3D-проектирование можно рекомендовать использовать программу Tinkercad. Она более простая, чем Fusion. Да? И если есть дополнительные модули, вот здесь вы, педагоги, есть такое 30%, да, вариативная часть. Вот здесь вы можете использовать на дополнительные модули. Допустим, вы владеете программой какой-то, создание веб-сайтов или программы создания дизайна какого-то, вы можете включить в свою программу и применять свои компетенции в образовании детей этим технологиям, этим современным понятиям. Также в этой презентации я дала шаблон рабочей программы учебного предмета, по которому вы сможете составить свою программу. Также дала вот ссылку на современные требования к урокам технологии. И вы видите ссылку, вот группа учителей технологий, если можно эту ссылочку в чат последнюю отправить. И вот, уважаемые коллеги, по этой ссылочке вы можете обратиться с заявкой принять вас в группу, и все материалы размещу также там, и уже могу какие-то вопросы ответить на какие-то вопросы более глубоко, более лично, и вот как-то так. Там, Оксана Владимировна, есть вопрос. Я вижу, да. Как давать компьютерную графику черчения в 5 классе в условиях деревенской школы? Раньше основное черчение давалось в 8-9 классах. Угу. Здесь мы можем говорить о том, что вы, как учителя, абсолютно не должны давать ее в 5 классе, а оставить ее в 8-9 классе. И таких требований нет. Предлагается в концепции реализовать то содержание, которое соответствует возрасту обучающихся. Я ответила на ваш вопрос? В 5 классе возьмите более темы легкие, возьмите конструктор Лего, соответственно, к 9 классу эти конструкторы будут усложняться, соответственно, для того, чтобы понять, какую вы будете использовать программу, вам надо изучить. Вот сейчас огромное количество вебинаров, огромное количество идет поддержка от политехнических техникумов, от лицея номер 1, они дают бесконечные какие-то заседания, но я могу вам одно сказать, что все зависит от ваших условий. Если у вас нету, допустим, принтера, который будет делать 3D-печать, вы можете его моделировать, объект в компьютере. Но это реально, но для этого учитель сам должен владеть теми или иными программными обеспечениями. И если у вас больше нет вопросов, есть еще один вопрос. Сельскохозяйственный труд. Сельское хозяйство.
Какой блок лучше включить, что заменить, подскажите. Здесь я вам не могу сказать. Я могу только сказать, что у нас есть учебник Казакевича. И если вы изучали этот учебник и смотрели его содержание, то там эти блоки есть. И животноводство, и сельское хозяйство. В принципе, вы можете использовать этот учебник. Насчет УМК, также вот в сети вебинаров, той таблицы, которую я давала, вы можете их изучить. И там дается тоже вариант УМК. Сейчас знаете, как даже предлагается? Отдельный учебник на отдельную тему. Если я беру робототехнику, то есть 5 по 9 планирую робототехнику, и предполагается заказ учебника только для робототехники. То есть как бы и дается много возможностей, но и есть очень много трудностей. Симоненко, он не соответствует уже стандартам, возможно, брать оттуда какие-то планы. Я вот по Симоненко работаю в проектной деятельности, я ее использую, да, но я повторяю, что уходя от нашего прошлого образования, нам придется меняться. Государству нужны инженерно-технологически развитые люди. Я уже говорила про компетенции. Гибкие и жесткие. Гибкие – это именно коммуникация, умение работать в группе. А жесткие компетенции – это компетенции, которые направлены на профессиональное развитие. И, возможно, вот как раз по ним потом у нас будут формироваться контрольно-измерительные материалы, которые помогут нам определять уровень того, что мы достигли. Но это опять отдельная тема, сложная. Всем сложно. Поэтому я желаю вам хорошо отдохнуть, чтобы в период каникул вы рассмотрели все эти материалы, или изучили и принялись к внедрению, что ли, требований наших государственных стандартов. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще у нас один вопрос. Какой учебник лучше всего в деревенской школе? Деревенская школа или сельская, все зависит от вашего оснащения. Мы будем говорить о том, что желательно, чтобы у вас в школе появились интернет. Я надеюсь, он у вас есть. Учебники сейчас вообще к этим стандартам, их не могу сказать. Мы берем материал из того, из этого, из Симоненко, из Казакевича. То есть я параллельно работаю с 2 УМК. В данный момент не все школы закупили учебники по Казакевичу, он более всех подходит к требованиям стандартов, но учитывая изменения, возможно, теперь он тоже не совсем подходит к требованиям стандартов. Поэтому большая часть учителя технологий именно на самообразовании. Как я говорю, да, осилит дорогу идущие. Надо самообразовываться, потому что когда вы самообразовываетесь, и вы сможете понять, что от вас ждет государство. Пожалуйста. Хорошо. Если у вас будут еще вопросы, вы можете это также в чат написать или написать их на сайте «Открытое образование» в разделе «Форумы». Уважаемые коллеги, сегодня на заседании мы рассмотрели вопросы направления реализации концепции по плану реализации. Также были рассмотрены вопросы новых требований к содержанию программы, и также мы коснулись еще вопросов новых учебников. Все материалы будут размещены на портале «Открытое образование» в разделе «Методическая копилка» нашего РМО. Таким образом, заседание РМО «Учителей технологий» завершается. Все вопросы вы можете задавать в течение всего времени, то есть это никак не ограничивается. Нас поздравили уже с наступающим, да, вопросов, наверное, больше не будет. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам прежде всего здоровья в этих непростых условиях, терпения, удачи, счастья в Новом году, и новых творческих профессиональных успехов. Галина Николаевна, здесь вот Павел Кудра пишет: уходим из мастерских, переходим в компьютерные классы. Не совсем. Мастерские не уходят. Вы также проектируете, программируете, но просто содержание уже будет четко определено в определенных модулях. То есть, допустим, 6 часов на робототехнику, 12 часов на вашу мастерскую. Это ваша программа, но все планируемые результаты должны быть обязательно реализованы и описаны в вашей программе. Так, сейчас ссылку на открытый портал вам разместят. По поводу тоже компьютеризации, да, она, несомненно, существует, она присутствует, она необходима, но это не значит, что происходит наш предмет только в этом пространстве виртуальном, да, то есть предполагается такая
Коллаборация. система конструирования, моделирования объекта в виртуальной среде и уже непосредственно создания объекта вот этого виртуального, да, смоделированного через ручные инструменты, через оборудование и через также новую материальную базу. Это вот как раз станки лазерные или это 3D-принтеры. Ну, вот в целом так. Да, и нам ничего не остается, как приспосабливаться к современным меняющимся условиям. Вот и все. Что мы можем сказать-то? Возможно. Ну, на самом деле, в данное время сложно очень сказать, потому что материально-техническая база, запросы, уровень и возможности учителя сильно отличаются. Не говорю про Россию, даже в регионе, даже в городе в одном. То есть тут говорить пока о том, что станет меньше или станет больше, где как будет, но пока нет таких данных, чтобы об этом могли судить пока что. Ну, я думаю, что вопросов у нас больше нет. Всем удачи, всем здоровья. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. До свидания.